Мне понравился его подход. Сразу определять противник, сторонник, загонять в какую-то нишу не надо. У меня есть сомнения по этому поводу. И сомнения очень весьма, на мой взгляд, серьезного характера. С чем не могу не согласиться, начну с этим, с чем поддерживаю выступающего. Вопрос апартаментов требует тщательного изучения. Что значит тщательное изучение? Было правильно сказано, есть понятие земельных кадастров, есть понятие зон, да, которые можно заселять, которые нельзя, высотность, где какое городское планирование, какое развитие, депрессивные регионы, там, более развитые. Все сказано правильно. Здесь мне в этой части я аплодирую, стоя, полностью согласен. Давайте скажем приблизительно, что эти вопросы за месяц, за два, и я думаю, за полгода не решаются. Для этого нужно изучение проблемы, нужно быть глубоким. Мы прекрасно помним, сколько времени у нас ушло, и до сих пор кадастр не составлен. Это первое. Второе. Мы один народ. Прекрасный тезис. Мне бы тоже хотелось, чтобы президент позвал нас, представителей другого мнения, да, они привез из России бизнесменов. Я прекрасно понимаю, многие там уважаемые люди, все разные в той или иной степени, но они все для меня абхазы. Но я понимаю прекрасно, что приехать из России и сказать, что здесь еще не время строить апарт-отели или апартаменты россиян, не совсем удобно для этих людей. В данной ситуации, я думаю, здесь ход был не совсем правильный, хотя бы не с них начали. Третье. Мы вот сейчас говорим, а речь о чем идет? Об апарт-отелях или об апартаментах? Дело в том, что апарт-отель в классическом своем понимании это... Там у нас... Та же газ... Нет. Сейчас. Я читал. Сейчас я тоже не специалист, не юрист, и тем более даже не строитель, поэтому я говорю сейчас свое мнение, и на основе некоторых материалов, которые там я в тот период, этот законопроект я увидел еще где-то недели 2 тому назад, да, он роздан, и в парламенте с ним ознакомились. Неоднозначный подход тоже в парламенте. Я на что хочу обратить ваше внимание, сужая сейчас все это. Мы говорим о Грузии, Турции, ряда стран, есть черногорский пример, финский пример, есть страны, которые разрешили и потом в течение нескольких лет запретили в связи с агрессивной скупкой жилья и так далее, потому что они не хотят, чтобы был дисбаланс. Давайте посмотрим в процентном соотношении, какое население Турции, 80 миллионов человек. Я сомневаюсь, что там апартаменты выставлены на продажу хотя бы для 8 миллионов собственников. Очень сомневаюсь. Сомневаюсь, что в других странах, да, приведенных как примеры, в той же Грузии такое соотношение. Более того, мы понимаем, вот здесь не могу согласиться, это напрямую связано с демографической ситуацией. Давайте мы представим, что в Абхазии сегодня в нынешней проживает 300-400 тысяч коренного населения, дай бог и наших братьев, которые граждане Абхазии, чтобы еще столько было. В этом случае, когда республика, плотность, есть понятие плотности населения на 1 квадратный километр, это все можно в интернете найти, при какой плотности населения страшно, да, привозить кого-то, при какой плотности населения не страшно кого-то завозить, потому что нету столько земель, чтобы они могли дисбаланс какой-то составить. Все эти вопросы в Абхазии не изучены. Для сведения привожу пример, да, статистические данные ЗАГСов, если я не ошибаюсь, конец февраля, начало марта, по радио Абхазский ЗАГС, Сухумский, смертность практически вдвое превышает рождаемость в Абхазии за 22 год. Не могу не согласиться. Проблемы языка. Чем больше будет иноязычного, мы и так все русскоязычные, да, мы можем, да, я в своей семье, у меня дети стараются и говорят по-абхазски, я стараюсь, у кого-то другая ситуация. Ну, давайте глянем на эту проблему так. Нам говорят, я слышал это, если вдруг соврал, приношу извинения, как меня проинформировали, что в администрации президента озвучили цифру 100 тысяч апартаментов. Ну, собственник апартаментов, 1 человек, семья, 2, 3, 5 человек. Ну, давайте представим, вот здесь 200-300 человек тысяч появляется собственников. Я не могу понять, когда нам начинают говорить, они не будут голосовать, мы не дадим им это, мы не дадим им то.
Послушайте, есть факт. Человек, собственник, имеет права и обязательства, и обязанности, но он имеет права, он имеет здесь собственность. Когда Владислав Григорьевич Покойный говорил на эту тему, вы понимаете, что, еще раз повторюсь, если в Абхазии сегодня 300 тысяч абхазов было бы, этого вопроса не стояло бы, мы спокойно могли бы работать, разрешить построить 2-3 тысячи апартаментов на продажу и так далее. Но собственник, он в любом случае, это фактически единственное право, которое признает Организация Объединенных Наций как повод к войне, в случае, если собственник будет ущемлен. Потом давайте представим, мы хотим принять закон. Если сегодня, на мой взгляд, это делается под какого-то конкретного коммерсанта, под чей-то бизнес-проект, чего я не исключаю и утверждать не могу, да? Но приняв закон, мы распахиваем двери для того, чтобы сегодня каждый клочок земли продавался в Абхазии под застройку, под апартаменты и так далее. Это будет при нашем, давайте честно скажем, тут никто не будет отрицать уровень коррумпированности наших чиновников, всех нас от тяжелой жизни или от нечистой совести, не беру сейчас никому вешать ярлыки, да, довольно высок. Раз открыв двери, мы их закрыть не сможем. Скажите мне, когда в Абхазии появится 50, 100, 200 тысяч собственников, которые будут требовать своих прав. После первого же воровства или грабежа будут требовать, чтобы у них открыли ЧОП. И дальше, и дальше, и дальше. ЧОП, частные охранные предприятия, эти объекты надо будет охранять. Здесь, уважаемый мною Абислам правильно сказал, ситуацию надо изучить. Есть депрессивные районы. Давайте построим на 100 апартаментов, дадим 200 максимум, подождем 10 лет, посмотрим экономический эффект. Я люблю говорить фактами. Мы в свое время голосовали по Тондапаку, предприятие, которое покупало у нас в Сандрипше, это тогда тоже там какое-то отношение они имели после развала. 12 миллиардов будет вложено, мы инвестируем, мы все говорим, что давайте о серьезных. 2 миллиарда минимум мы отстроим, будет огромное количество рабочих мест. Пшик, ничего нету. Военный санаторий в Гудауте отдайте под военную базу. Все сотрудники были местные, врачи местные, главврач местные, сторожа местные, водители местные, санитарки местные, технички местные и так далее. Будет все цвести, город, сад, все будет нормально, рабочие места выше, зарплата российская передали. Закрылась. МВО, ПВО, известная история, 1300 человек остались без работы. Кстати, почему мы до сих пор вот этот Донтабак, хотя у нас прописано там где-то уже года 3-4 как истекло, взятые на себя обязательства, мы не возвращаем наше государство. Мы хотим рабочие места, мы ищем, где заработать деньги. Да у нас полно, слушай, возьмите отчеты контрольной палаты. Каждый год за последние несколько лет, 5 лет тому назад, 3 года, 2 года назад, там постоянно указываются суммы, которые колеблются 400 миллионов, 500 миллионов и так далее. Суммы, которые не попадают в бюджет, непонятно куда уходят. Я как-то на досуге посчитал, вот если говорить о социальном жилье, да, вот о нашем развитии стройки, тут многие вещи невозможно не согласиться. Стройка – это локомотив, и надо строить нам в стране. Давайте подумаем о молодых семьях, о демографии, о языке, обо всем. Об этом в первую очередь надо думать. У меня такое впечатление вот сегодня, да, что вот абхазский народ как сирота, слушай, наше руководство почему-то всегда вменяет нашему народу какую-то вину перед русским партнером. Я недавно слышал, оказывается, на нас обижены за то, что мы не дали создать военную базу там какую-то непонятную. Послушайте, военную базу никто для абхазцев не хотел создавать. Есть 7-я военная база для россиян, а там нам предлагали временно, это будет собственность русских
русских военных, а временно будут находиться абхазские подразделения в одном месте. Я предполагаю, что одного ракетного удара было бы достаточно, чтобы эту базу уничтожить. И второе, что значит у нас на нашей земле наша армия будет находиться в русских казармах. Очень много непонятных вещей. Сейчас я привязываю к этой теме. Мне вообще непонятно, а кто отстаивает в этой стране интересы простого народа. Вот привожу пример. Была хорошая у нас ситуация в 5-м созыве, создали фонд демографический. Руководство никогда не говорит, нате, есть деньги. Нашли, дожали, сделали. Дальше была идея прекрасная в 6-м созыве, да, строительство жилья молодым семьям. Где это? Перестало работать. Послушайте, для того, чтобы 20-квартирный дом поставить без внутренней отделки, 25-30 миллионов рублей нужно. Мы сегодня столько денег теряем в Абхазии на воровстве, на коррупции, на многих делах. Мы давно уже должны были начать строить в каждом районе по 1-2 дома для молодых семей. Это не происходит. Тогда у меня вопрос. Вот у нас, возвращаясь к этой теме, у нас лежит интересная ситуация, парадоксальная. При Сергее Васильевиче этот вопрос возник по заселению Абхазии. Скажу откровенно, я человек не работающий, мне нечего бояться, тем более я не вру. К нам приезжали наши российские коллеги, представители министерств и ведомств. Нам в открытую говорили, а зачем вы с Турции сюда турков завозите, это наши репатрианты абхазцы, мы найдем кем заселить Абхазию. Вопрос заселения Абхазии населением из России стоит давно. Мы же, послушайте, я не могу понять, а почему на Дальнем Востоке нельзя построить апартаменты и продать? Это жилье, это частная собственность. Апарт-отели – это гостиницы. Здесь у нас премьер-министр, разговаривая с одним из руководителей, по-моему, Лолу, если я не ошибаюсь, она имеет свое предприятие, туристический бизнес. Плохо ли, говорит, вам будет, если на год или на 2 у вас арендуют? Всем будет хорошо, но это не апартаменты, это апарт-отель. Нам же предлагают завести сюда как минимум 100-200 тысяч собственников. Еще раз говорю, и неважно, вы меня поймите правильно, что такое прописка, что такое регистрация, для чего она нужна? Для того, чтобы знать, по какому адресу человеку присылать штрафы. Сейчас я грубо говорю, но понятно. В остальном она ничего не меняет. Это учет человека находится по этому адресу, регистрируем, и перепись проводим и так далее. Собственность есть собственность. Нам сейчас вторую идею слышу. По 5000 мы в каждом районе готовы там построить. Оказывается, сейчас уже не 100 тысяч, 5000 в Гагре, 5000 в Удауте, Сухрайон, Гулрыб, Шачимчира и так далее. Вопрос возникает. 5000 собственников в Гудауте, со свой район скажу, адекватно, и Гагра в Ачимчирах в этом плане с населением намного хуже. Слушай, у нас в районе 35 тысяч человек. 5000 собственников с семьями – это адекватное количество людей. Послушайте, мы можем понять, что это хозяева своей собственности. Ты не можешь ему сказать, ты чужой здесь человек. Он будет влиять. Потом сюда приедет экономически активное население. Я вообще предполагаю, в период, когда идет война, абхазский народ, российский народ и многие народы, которые считают себя близкими, собирают на коптеры, скидываются денежкой, чтобы помочь нашим добровольцам, помочь российской армии. В этот период откуда-то находятся у людей в России десятки миллиардов рублей, которые не предназначены для ведения боевых действий. А здесь и дают банки кредиты. Слушай, мы знаем, что сегодня россиянинам за пределы России, наверное, больше, чем 10 тысяч долларов вывозить денег. Это программа, она существовала, предлагала Сергею Васильевичу, Александру Золотинскому. Не знаю, что с ним сейчас произошло. Тогда он под это не писался, извините за сленг, Раулю Джумковичу. Это все мы знаем. Вдогонку контрольный выстрел в голову у нас лежит документ, слушай.
об арбитражных экономических спорах, да, расшифровываю. Что такое? Экономика, все мы знаем, да, на базовом уровне. Первичный, вторичный, третичный, четвертичный сектор. Третичный сектор экономики – это то, что связано с турбизнесом, с теми же отелями, туроператорами и гостиницами. Теперь мы представляем так, согласно этому законопроекту, я вообще не знал, что будет с нашим заводом гудаутским, согласно этому законопроекту, если русский бизнесмен сегодня здесь поссорился, он не пойдет в наш суд, он поедет в свой суд. Туда вы партнера местного пригласят. Если он не проедет, суд примет решение без него. Это решение приходит в Абхазию. Наш суд не имеет права пересматривать его, утверждает, подчеркиваю, утверждает и передает судебным приставам и исполнителям. Теперь начинаю смотреть российскую практику по апартаментам, не по апарт-отелям, прошу не путать, разница существенна, по апартаментам. Пишут представители нотариальных контор, юристы такие, десятки законодательных актов, десятки подзаконных актов, огромное количество нужно документации, до сих пор вопрос не утвержден. Более того, в арбитражах России огромное количество дел с требованием о признании апартаментов жилыми помещениями. И они, в зависимости от регионов, удовлетворены. Завершая свою мысль, представим, что здесь построили люди апартаменты, потом они стали собственниками, мы признаем их собственность, не можем не признать, а потом они обращаются в сочинский арбитраж. Более того, поинтересуйтесь, вы найдете среди наших граждан, которые в Сочи имеют квартиру и прописку. Я разговаривал с этими людьми, и вот то, что они мне сказали, факт подтвержденный. В период президентства Путина, еще того, без перерыва на премьерство, был запрет на строительство в Сочи под продажу жилья, недвижимого имущества, жилья, квартир в прибрежной зоне. Сочинцы воспользовались пробелом в законодательстве, начали строить, апартаменты не запрещены. Вот наши ребята оказались собственниками этих апартаментов, потом пошел коллективный иск в арбитражный суд, арбитраж признал, они собственники, да. После того, как собственники апартаментов подают коллективные иски в арбитраж, арбитраж признает их право еще и прописки. И вот мне становится интересно, вообще почему у нас такая ситуация, ни 4-й созыв парламента, ни 5-й, ни 6-й в той или иной мере отказывался обсуждать эти вопросы, отталкивал их от себя, насколько можно объяснял российским партнерам, почему вал сегодня, на мой взгляд, этот вал законопроектов и соглашений, он не просто там разноотраслевой, он направлен на одну цель, слушай, решить вопросы заселения Абхазии гражданами дружественной, но другой страны. Я глубоко уважаю российское руководство. Я глубоко уважаю всех наших друзей, соратников, где бы они ни были. Но я хочу сказать, Абхазия пережила в 19 веке огромную трагедию. Такой трагедии в известной истории Абхазии нету. Вот с тех пор все наши проблемы, они заключаются с нашей малочисленностью на территории Абхазии. Заканчиваю, хочу сказать, как только здесь появится большое количество собственников, абхазы вернутся не то что к 18%, к 10%, мы растворимся и исчезнем. Дальше, если дадите, я добавлю. Сегодня спасибо. Понятно, обеспокоенность демографическая, это вот как бы наша генетическая такая боль, которая, наверное, всегда будет
как бы тревогой, да, фонировать любое движение вот в этом направлении. Но я бы хотел бы все-таки переключиться на другую вещь, да, то есть на экономическую. То есть нам, ну, по крайней мере, там власть там, или там те люди, которые там как бы за апартаменты, активно говорят, что это вот принесет такой всплеск экономический, что это... А сумму называют уже. Да, Депутаты парламента, вот я разговаривал сегодня с одним из своих бывших коллег, он и сегодня работает, 300 миллионов в год. Я говорю, а вам сказали, от какого количества проданных апартаментов эта цифра нет? Но я говорю, 300 миллионов в год, во-первых, само по себе деньги небольшие. Если мы сегодня на курорте просто по-настоящему поработаем, мы найдем дополнительные ресурсы, я думаю, в связи с международной ситуацией, от полмиллиарда до миллиарда собственных денег. А что такое 300 миллионов? Это эффект, который мы получим. Но здесь я перебил и извиняюсь, да. Апартаменты, в случае, если будут построены, львиную долю прибыли получает управляющая компания. На строительстве заработают строители. Вообще нужно принимать сегодня закон, еще раз говорю, вот мне очень нравится взвешенный подход, хотя больше он склоняется к тому, что это в плюс, я склоняюсь, что это в минус, но взвешенный, зрелый подход у человека, который говорит вот только, надо взвесить, надо посмотреть, отказаться, там Гагра, Гудаута, там хватает населения, давайте подумаем о других зонах, давайте посмотрим, как правильно сделать, пригласим специалистов. У нас же проблема в другом. Она заключается, извините, я не хочу политизировать вашу передачу, но когда я слушал от Затулина, от депутатов российского парламента, пора исполнять взятые на себя обязательства. У меня возникает вопрос, кто-то у нас брал обязательства по заселению Абхазии, под передачей части территории, под каким-то вопросом. Я тоже не могу понять, почему нельзя сделать так, как вы говорите. Вы понимаете, что степень эффективности нашего правительства, она достаточно низкая. Я не говорю сейчас, а конкретно нынешнем. Мы все одинаковые, да. Как-то решили наши проблемы перенести туда. Начну с главного. Да. Первое, коротко, опять же, возвращаясь к сказанному. Вот нам предлагают соглашение по арбитражу. Я привел пример, не буду говорить о том, да, что Панов завтра отсудит свой по арбитражу, а он по документам везде прав. У нашего гражданина свое предприятие, более того, наш гражданин будет обязан исполнять выплату всех доходных частей, которые за этот период он получал и так далее. Там очень печально закончится эта ситуация. Более того, этот закон приведет к тому, что не от национальности, а гражданства зависит порядочность человека. Хватает и непорядочных людей, даже где более-менее успешный абхазо-российский бизнес, кто-то из них может... Это вообще мы закладываем мину замедленного действия под бизнес-отношения, да? Отжать у другого захотел, первый побежал, свой суд пожаловался. Здесь очень много непонятного. Но к чему я говорю? Вы знаете, в России уже более 2 лет принят закон о верховенстве русского, российского закона над международными соглашениями. Послушайте, нас за кого считают? У меня вопрос. Даже если мы используем это свое соглашение, представим, что в Москве наш наглый бизнесмен надул партнера, прибежал сюда, здесь выиграл суд и требует исполнения решения там этих. Ему в России скажут, слушай, ваше решение незаконно, потому что оно основано на международном соглашении, а у нас наши внутренние законы выше вашего международного соглашения, приезжай к нам и судись по... Слушай, здесь давайте в откровенную говорить, я уважаю мнение искреннее, блестящее, хорошее, еще раз говорю, хорошее. Но здесь такое количество неподводных камней, тут айсберги второй половиной торчат вокруг нас, как-то, мне кажется, вокруг пальца обмешурить, обмануть хотят, более того, сознательно вводят в заблуждение по многим вопросам. Вообще у нас темпы такие развития непонятные, мы куда-то не туда идем, на мой взгляд. Я не удивлюсь завтра, что у нас в Рице появится, на Рице инвестор, в Афонской пещере, на Мамзышке, еще где-то вот это непланомерное
новая, непонятная, дикая такая 90-х годов российских, да, вот эта коммерциализация общества, она очень опасна для нас, для малочисленного народа. Я вижу сообщение, Монтеру называется комплекс, запомните, если что, можете посмотреть, построил Ткачев без отделочных работ огромный комплекс. Судится с ним руководительница Сириуса. Интересное совпадение, все говорят, что скоро эта территория прибрежная от Сандрыпща до Писунского поворота отойдет Сириусу. Я вам хочу сказать, что именно эта территория планируется под застройку. Сириус уже затеял тяжбу там. С Ткачевым пока все на стадии судебных решений, но знающие люди утверждают, что Ткачев потеряет. Вообще интересна тоже ситуация, ее надо изучить. Я хочу сказать, что в суде при рассмотрении дела дали оценочную кадастровую стоимость, которая обычно в 2-3 раза ниже рыночной, 10 гектаров земли там. 10 гектаров земли там стоит по кадастру 2,5 миллиарда. Я о конкретной земле под Монтеру говорю. Значит, кадастровая стоимость рыночная это где-то 5-6 миллиардов рублей. Теперь я возвращаюсь к Гагаринской зоне. Доступность та же, доступность у нас аэропорта та же, аэропорт, там инфраструктурно. Ну, это нам не нужен деловой центр, это зона отдыха, тишина, чистый воздух, чистое море. У нас в этом плане даже лучше. Но я беру кадастровую стоимость, там если 2,5, пусть наша даже рыночная будет в разы занижая, миллиард. Теперь я вам скажу так, вот о деньгах, о том на пользу, что делать с нашими землями, блестяще. Слушай, у нас под застройку планируется, насколько я знаю, лежали документы, мы их не принимали, не знаю, они реализованы, нет, частично по 20, 30, по 60 гектаров, порядка 200 гектаров земли, лучшей на побережье, забирают российские бизнесмены. Слово «инвестор» мне не совсем нравится, потому что я никак пока не могу понять, где наша выгода. Мы уже столько всего пораздали, да, а вот где деньги, Зин, вопрос правильно прозвучал. Денег-то нету, бюджет не растет с 2019 года, но если не брать там 1-2%, это не бюджет. А соотношение у нас от входящих денег и до собственных возможностей еще и сократилось. Теперь я посчитал порядка 200 гектаров земли, 10 гектаров, если мы оцениваем миллиард, а не их не 5, то получается, какая цифра? 20 миллиардов рублей. Слушай, когда мы говорим, что в Абхазии земля не продается, мы же не говорим, что она ничего не стоит. Мы говорим, что она бесценна. Она по бумагам не продается. Она бесценна. И вот мы передаем порядка 100, 200, 300 гектаров земли российским бизнесменам. Вопрос, это что, не актив? Это не наше долевое участие? У нас мы им дарим имущество, если можно так сказать про землю, на десятки миллиардов рублей. Они нам будут давать по 300 миллионов, и мы будем говорить, что это правильный бизнес. Послушайте, даже евреи вам скажут, что это неправильный бизнес. Они любят пошутить на эту тему с уважением к этой нации. Послушайте, не надо держать наш народ за неумных людей. Когда людям объяснишь, все поймут. Другой вопрос, слушай. А почему мы в свое время, вот опять возвращаясь, Пицунда, подарите нам Афонский храм, подарите нам Пицунскую госдачу, отдайте нам то, отдайте... С чего вообще этот всплеск последние 2-3 года? Объясните, у меня впечатление, что мы идем куда-то не туда. Что с нами происходит? Ну, уже... Приведу пример, заканчивая. У меня еще по сравнению с моим оппонентом 2 минуты, чуть-чуть больше. Я что хочу сказать? Ну давайте вспомним. Мы же при Сергее Васильевиче Гагаринскую государственную дачу дарили... Ткачеву. Нет, Краснодарскому краю. Передавали. Ее оформили потом. Послушайте,
Ну, давайте откровенно друг с другом разговаривать. Вот я глубоко уважаю человека, который своим трудом все время что-то делает, работает, какие-то проекты решает. Помню проект по садам, Ореховым и так далее. Приятно, когда человек сам что-то хочет сделать. Слушайте, ну, мы сидим, знаете, мы похожи на попрошайку, который сидит на мешке с золотом и просит медные гроши. Ну, я хочу обратиться к нашему руководству, к руководству страны. Ну, мы все же прекрасно понимаем, что происходит. Ну, давайте как-то чуть-чуть вот думать о завтрашнем дне. Мы не можем отдавать, еще раз говорю, мы уже раздали активов на десятки, если не сотни миллиардов рублей. Скажите, какой приход? Вот о рабочих местах мы говорили. Слушай, давайте пройдем по всем гостиницам летом. Один раз, пусть ради интереса. И посмотрим, какой персонал там работает. Нету там местных. За исключением водителей и сторожей, туда не берут местных. Более того, недавно еще один объект, год-два назад в Гудаутском районе вступил в эксплуатацию. Но местные жители, живущие вокруг, пришли, попросились на работу, их взяли там с окладом 1500 рублей в сутки. Привезли часть персонала с России, а там платят 2500 в сутки. Ну, я не знаю, может мы ведем себя как в резервации?